Бу сандык безнең кулга килеп керде, менә әле күптән түгел генә шушы музейны оештырырга дигән уй фикерләр туганның соңында. Это пожелтевшее от времени письмо, хранившееся долгие годы в старом сундуке, словно послание предков, которое изменило ход времени. В 1909 году человек по имени Закир сочинил небольшую любовную поэму. Ее перевели на современный татарский язык, и теперь каждый может прочувствовать глубину терзаний молодого сердца. Эй, син, бәгърем, нурлы йөзем, ак чырайлы, кыйгаш кашлы, кара күзем, кабул итеп. Именно с этого небольшого клочка бумаги с филигранной арабской вязью жители села Шаршада, что находится в 60 километрах от Агрыза, начали собирать материалы для небольшого деревенского музея. Многие из этих старинных предметов утратили свое предназначение в быту, да и слова уже вышли из употребления. Эта старинная мышеловка по-татарски называлась когда-то «тебе», а это приспособление для помола «жиль-пущ». Но с каждым новым экспонатом, по словам местных жителей, они узнают не только историю своего села и своего народа. Они становятся все ближе к истине, которая, кажется, всегда была рядом. Чтобы увидеть верхушки этих деревьев, надо настолько высоко запрокинуть голову. Говорят, что этим соснам лет 200, не больше и не меньше. А теперь представьте себе, что за сотни километров от Казани, где-то в чаще, в глухой чаще соснового леса, можно увидеть картину, от которой просто захватывает дух. Огромная территория в несколько гектаров. Внутри лесной чащи под навесом многовековых сосен величественный особняк. Несмотря на свое полуразрушенное состояние, в нем до сих пор ощущается этот непреклонный дух, который не смогли сломить ни люди, варварски изодравшие его в клочья, ни время, как известно, ничего не щадящее у себя на пути. Когда-то эта усадьба знаменитого генерал-майора царской армии Али Шейхалиева была местом притяжения татарской творческой интеллигенции. Именно в тени этих вековых сосен устраивались поэтические вечера. Здесь всегда горел свет и звучала музыка. На территории усадьбы был сооружен фонтан. Вода поднималась вверх из родника по склону горы. Таким уникальным гидротехническим сооружением славилась усадьба еще в конце XIX века. Частым гостем Али Давлетовича в летнее время был знаменитый татарский прозаик и политический деятель Гаяз Исхакый. 1913 елда Гаяз Исхакый монда килә, кунакка килә инде. Ул вакытта монда апасы янда кунакта Кәрим Тинчуринның булачак хатыны Заһидә Тинчурина. Алар инде бер атна кунак була. Гаяз Исхакый монда ял итә, күңел ача, табигать белән шундый табигать белән кызыксына инде. Аны әйтә, Заһидә әйтә, нишләп монда ятасыз ди. Сез барыгыз ди, халыкка хезмәт итегез. Менә ул сез бит артистка булырлык кыз ди инде. Шуннан инде Заһидә белән Кәрим очрашып, нәрсә әйтеп, алар артистка булып китә бер караганда. Ансы да бара аның. Али Шейхалиев был человеком военным, но в своей жизни уделял огромное внимание просветительской работе. Это известный исторический факт. Именно Али Шейхалиев в 1881 году пожертвовал огромные средства на строительство мечети Нур в Санкт-Петербурге. Он был также одним из создателей первой татарской газеты в царской России с таким же названием «Нур», ее главным редактором, публицистом и издателем. Большую известность получил и его сын Оскар Шейхалиев. Потомственный дворянин стал изобретателем первой пишущей машинки, которая перевернула тюркский мир. До начала 1930-х годов тюркские народы использовали в основном арабское письмо. Многие бумаги переписывались вручную. В основу изобретения Оскара Шейхалиева был положен совершенно новый принцип полного приспособления пишущих машин к особенностям национальных шрифтов на основе арабской графики. Заказы на такие машины уже в советские годы поступали из Китая, Ирана, Ливана, Индии. Оскар Алиевич возглавил работу Татьязмаша. Благодаря его изобретению в молодой Татарии был полностью налажен документооборот. Но в мае 1931 года он был репрессирован как один из подписантов письма к Сталину в защиту арабской графики. Несмотря на сложность и трагичность судьбы хозяев, родовое поместье Шейхалиева в деревне Шаршада продолжало жить. В годы Великой Отечественной войны в этой усадьбе находился детский дом, куда были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда. Позже здесь был организован интернат, а затем школа, которая работала вплоть до 2013 года.
После того, как учебное заведение было закрыто, крепкое историческое здание постепенно стало угасать. Никто из районных властей не удосужился заняться охраной исторического памятника. Его варварски разбирали и до сих пор раздирают мародеры по частям. Не смогли уберечь от пожара и деревянную мечеть 1891 года, построенную Али Шейхалиевым, которая считалась памятником культовой архитектуры. У местной сельской администрации сегодня нет средств организовать охрану и защиту старинной усадьбы. В деревне уже давно нет колхоза, у людей нет работы, а в округе все чаще раздаются звуки топора. Вот они, вековые сосны, точнее то, что от них осталось. Буквально в 2 километрах от деревни находится склад, куда свозят срубленный лес. Лесорубы подошли настолько близко даже к историческому месту и тем самым вызывают большую тревогу и опасения у местных жителей. В Агрызском лесничестве свыше 45 тысяч гектаров леса. В 2018 году, согласно открытым источникам, часть богатого лесного фонда Агрызского лесничества действительно была отдана в аренду на 49 лет одной лесоперерабатывающей компании, которая сегодня занимается активной вырубкой и близ деревни Шаршада. Арендаторы должны не только вырубать лесной фонд, но и засеивать его молодыми саженцами. Однако местные жители уверяют, что темпы восстановления леса несоразмерны темпу его разрушения. К тому же есть реальная угроза для неохраняемой сегодня законом исторической усадьбы. Несколько раз в день груженные лесом машины проезжают по единственной деревенской дороге, которая была построена за счет средств самообложения граждан. Но чаяния этих людей пока остаются без ответа. Мында көп бұрма отырдық, олаңыз аудара бітіргеннен кейін. Оларды өсмей. 49 жылға бергеннер арендаға міне біздің ормандарына. Біздің орманда 49 жылдан бізде нәрсе қаларға тиіш. Құрып песокқа айленіп қалабыз бітпес. Олар тиішінде кесерге отыртырға да тиіш. Олар отырталар, но тұтқаннан соң 3 жыл, 4 жыл ухот жасаларға тиіш. Ансы жасалмай енді. Ухот эшләнмәй бугай, шуның өчен үсентеләр бик ныклап үсеп китәләр. Урмансыз утар була алмый, чөнки ул Шейх Али Баярның утары, ул тарих белән килгән, ул наратлар мәңге утырган, аны культурное наследие аның тирә-ягы булырга тиеш. Почему старинная усадьба до сих пор не находится в списке объектов культурного и исторического наследия? Или наши познания о великих просветителях татарского народа до сих пор настолько незначительны, что это незнание перешло в неведение и в невежество? Еще не поздно спасти и сохранить. Неужели сейчас нет таких меценатов, как Али Шейхалиев? Что бы сказал генерал-майор царской армии, посвятивший всю свою жизнь просвещению татарского народа? Эти земли с уникальной природой и не менее удивительной историей не должны служить сырьевым придатком. Люди сюда должны приезжать за другим материалом, который, к слову, не имеет цены. Буасы бар, шишмәсе бар үзенең. Бүтән яктан матур, табигаты бик матур. Монда инде рәхәтләре менә балаларның ял итү үзәген оештыралар була. Истәлек урыны булырга да мөмкин. Менә моны инде менә бушка калдырмаса кирәк иде, аны әрәм итмәскә кирәк. Безнең халыкны шушы хәтер яшәтә бит татар халкы. Бүтән яшәтми, хәтер яшәтә. Менә без аны үткәнне онытмасак, без инде яшибез. Әгәр дә безнең үткәнне онытабыз дигән, без киләчәккә бара алмыйбыз. Biz менә шу үткән белән киләчәкне без тоташтырабыз хәзергә. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.